Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для рыб. Посмотрим основные события на Таро и остальные события, отношения, работу, деньги и совет посмотрим на колодах Ленорман. Первая карта основная. Те события, которые будут для нас самыми важными. Выпадает карта Солнца. Теперь колода Ленорман. Для отношений 3 карты. Для тех, кто в паре. Для тех, кто ищет партнера. Для тех, кто в ссоре. Работа. Для тех, кто работает уже. Для тех, кто ищет только работу. И для тех, у кого свое дело. Финансы. И совет на неделю. Замечательная карта старшего аркана Солнца выпадает для рыб на эту неделю. Карта говорит о том, что будут какие-то победы, будет получение результатов, будут деньги, будет какая-то прибыль очень хорошая, может быть и неоднократная, да, то есть не просто вот один раз доход, а может быть есть возможность как бы постоянного дохода. Также есть возможность какой-то новости, начала какого-то нового дела. Есть возможность привлечь к себе внимание, почет, какие-то праздники, юбилеи, торжества. В общем, замечательная неделя для рыб. Вот на этой неделе она может действительно вас очень порадовать. Тут счастье, оптимизм, и здесь вопросы могут решаться с детьми. Для кого-то это появление ребенка, для кого-то это начало нового дела какого-то, да, то есть как детище наше. А для кого-то это новости. Вот тут белая лошадь, да, это как символ каких-то новостей очень хороших, причем таких стремительных. Посмотрим отношения для рыб. Для тех, кто в паре, выпадает карта письмо. В этой колоде эта карта очень яркая, да. Здесь изображен человек, который как бы посередине карты. Да, мы видим такой черный промежуток. Черное — это всегда тайна, неизвестность, это то, что нам нужно понять, раскрыть, да. И вот с помощью письма мы можем как раз вот этот промежуток заполнить, да, внести ясность, понять чувства другого человека, как он к нам относится, получить какую-то информацию нужную и так далее, да. И вот здесь действительно может происходить такое в отношениях. Действительно, может быть, есть непонимание, есть какие-то тайны, может быть, скрытые моменты, да, и вы будете пытаться поговорить для того, чтобы все это прояснить. Причем один человек изображен здесь, то есть один человек будет проявлять инициативу, а второй либо согласится, либо как бы уйдет от разговора, потому что карта у нас тут поделена на 2 части. Здесь у нас есть яркие элементы, а здесь сплошной черный цвет. Что еще можно сказать по этой карте? Скорее всего, может быть подписание каких-то бумаг, либо возобновление каких-то документов, получение каких-то документов вот важных для вас обоих. Может быть, для кого-то это даже регистрация брака, если вы еще не в браке, да, то есть ставить будете свои подписи. Также, вот, кстати, вот с картой Солнца это очень даже хорошо сочетается. Также вот любая информация, которая будет приходить, она будет важна для ваших отношений. Может быть, даже это какой-то документ, ну, допустим, виза, да, куда-то вы собираетесь поехать, или, может быть, человек, ну, ваш партнер в отъезде,
а вы дома и как раз вот ждете от него каких-то известий, ждете, когда он возвратится назад и так далее. И вот здесь такое состояние ожидания, грусти, непонимания вот ситуации, да, когда ждать, чего ждать и так далее. То есть здесь вот будут такие вот волнительные минуты, связанные с недостатком какой-то информации или связанные с непониманием партнера, либо какие-то ситуации будут происходить вот бумажного характера, да, которые вот вводят вас в такое состояние. Для тех рыб, которые ищут партнера, выпадает карта перекресток. И вот в сочетании с этими картами действительно будут перемены происходить для тех рыб, которые не в паре, которые еще не нашли своего партнера. Могут действительно прийти какие-то известия, да, может быть, даже знакомство какое-то будет с человеком, и вы не будете знать, как вам поступить. С одной стороны, вы уже как бы не хотите, да, отношений, с другой стороны, как бы случай вам предоставляется, и вот вы стоите на перекрестке и не знаете, какой выбор сделать, пока что еще для вас это не ясно. Ну вот, судя по этим картам, не нужно отталкивать человека, если уже встреча произошла, да, какое-то знакомство, нужно просто его как бы отложить немножко на потом, то есть, ну, как бы поддержать человека на расстоянии и просто прийти в себя, то есть понять свои чувства, как лучше все узнать и подумать, как вы можете свою жизнь трансформировать, чтобы вот поменялось ваше как бы положение, да, чтобы вы из одинокого человека превратились в человека, который уже в паре. То есть не нужно здесь спешить. Вот по этим картам действительно вы находитесь в таком периоде перемен. И вы, скорее всего, уже даже готовы к новым отношениям. И здесь вот даже какая-то вот, может быть, тоска по другому человеку, да, то есть по человеку, который вот может разделить с нами наши интересы, понять наши стремления и так далее. То есть вот как бы надоело, что нет рядом человека, который мог бы разделить какие-то моменты нашей жизни. В общем, и не нужно спешить, потому что все равно здесь вот трансформация происходит. Нужно как следует все взвесить и вступать в эту пору своей жизни, да, уже как бы осознанно. А для тех, кто в ссоре, вот выпадает карта гроб, это всегда трансформация. То есть было одно, стало другое. И карта предупреждает, если вы или ваш партнер не осознали того, что произошло, не взяли какие-то уроки и внутренне не изменились, может быть, считаете себя правым, да, или, может быть, обвиняете. В общем, если не изменилось ничего из того, что было раньше, то разговор лучше не начинать, примирение лучше не начинать, лучше подождать. Вот здесь вот преграда такая, да. Если вы изменились, чувствуете, да, что вы как бы, может быть, что-то осознали, может, по-другому смотрите на ситуацию, не просто хотите вернуть отношения, да, а вы вот именно внутренне изменились. Вот тогда стоит поговорить, тогда стоит помириться. Вот. Если нет, то просто нужно еще что-то осознать, подождать немножко, эту неделю не использовать пока для того, чтобы восстанавливать отношения. А теперь для работы, да, для тех, кто имеет работу, выпадает карта башня. И это карта, которая говорит о том, что мы вполне можем достичь каких-то высот. Может быть, закончится какой-то важный проект, может быть, нас заметят, может, мы что-то такое сделаем важное, да, для всех, что вот нас будут ценить, хвалить и так далее. А также эта карта может говорить о том, что мы можем целыми днями находиться в помещении, да, и заниматься работой и белого света не видеть, да, то есть это если башню изнутри посмотреть. Также могут быть какие-то вопросы, связанные с проверками, с документами, да, регистрациями и так далее, и так далее. Также может быть какие-то юридические вопросы или вопросы с банками будут решаться вот именно на вашем рабочем месте, да, вот какие-то такие могут быть глобальные вопросы. Также вопросы переезда, вопросы, может быть,
кому доверить какой-то важный проект, и вот, возможно, на вас падет выбор. То есть не нужно бояться на себя привлекать внимание, не нужно бояться ответственности, не нужно бояться, что вы не справитесь. У вас все есть шансы для того, чтобы вот эта неделя для вас была действительно какой-то победоносной. Да? Вы действительно можете себя показать вот того, чего вы стоите, и вас оценят. Для тех рыб, которые ищут работу, выпадает карта «Букет». И эта карта говорит о том, что, возможно, будет какое-то предложение, которое вас порадует. Скорее всего, это будет работа, которая ну, как бы, ну, временная, скажем так. То есть, скорее всего, либо вы на этой работе будете еще расти, да, по служебной лестнице, либо вы со временем еще лучше работу найдете, которая действительно будет вот вам соответствовать. Хотя вот то, что вам будут предлагать на этой неделе, оно уже хорошо, уже вас радует. В принципе, есть возможности для роста. Хотя вот долго на этой работе задерживаться не нужно. Может быть, здесь какой-то опыт получить, может быть, повторить уже то, что вы делали раньше. Но здесь вот она вас как-то не развивает особо. Да? Нужно будет обязательно иметь в виду, что нужно будет двигаться дальше. Теперь для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта «Облака». И здесь у нас могут быть какие-то либо сомнения, либо могут быть какие-то сложные моменты, когда мы не знаем, как действовать, какое решение принять, либо не понимаем, вот как выполнить там заказ, допустим, да, вот если у нас такая поступила возможность. Также карта говорит о том, что это цикличность. То есть мы вкладываемся в какой-то проект, заканчиваем его, нам приходят деньги. И потом заново начинаем, да, то есть опять вкладываемся, заканчиваем, нам приходят деньги. И вот эта карта говорит о том, что сейчас как раз ситуация, когда уже вот подходит к окончанию тот период, когда мы вот вкладывались, да, вот уже совсем скоро мы начнем получать прибыль, дивиденды, результаты того, что мы сделали. Кроме того, эта карта еще говорит о том, что может быть какой-то кризисный момент на этой неделе, а может быть ближе к концу недели, потому что здесь облако, оно такое светлое, да, поэтому как бы в начале недели еще не может быть там дождя, осадков и так далее. То есть это вот ближе к концу недели, скорее всего, может быть какой-то вот кризисный момент, когда что-то решится важное для вас. Это может решиться вопрос финансовый, это может решиться вопрос с клиентами там и так далее. То есть может быть все что угодно, да. Но в любом случае это все к лучшему. Это как бы прояснение ситуации, понимание того, что делать дальше, куда дальше идти, каких, может быть, высот новых достигать и так далее. Давайте посмотрим финансы. В финансах выпадают крысы для рыб. Карта говорит о том, что, может быть, будут какие-то временные трудности, да, за которые придется платить. То есть придется потратить какую-то сумму денег для того, чтобы решить какие-то сложные вопросы. Да. Либо, может быть, вы потратите какую-то часть денег впустую. Допустим, будет какое-то предложение, вы подумаете, что это стоящее, важное, а в конце окажется, что это какая-то мелочь, ерунда, да, и вы можете пожалеть о том, что как бы вложились, потратились. Пусть это небольшая сумма, но все-таки как бы неприятно то, что это в никуда ушло. А также могут быть какие-то расходы на, может быть, расходы на какую-то неправильную информацию. Как неправильно я выразилась. То есть будет приходить неправильная информация, и которая тоже будет вызывать потери, да. Может быть, это сознательно кто-то вредит.
Может быть, это чисто случайность, ошибка какая-то вот ваших сотрудников или ваша, да, и могут быть такие небольшие потери. Но вообще карта крысы говорит о том, что больших сложностей в деньгах нет, но все-таки есть какие-то звоночки, предупреждения, на которые нужно обратить внимание. Это раз. Во-вторых, нужно исключить какие-то пустые траты, нужно убрать как бы доступ людей, ну, как бы лишних людей к вашим деньгам, да. И деньги тоже стоит считать для того, чтобы, ну, знать, куда они уходят, чтобы не было такого, что по мелочам, по пустякам какая-то крупная сумма была потрачена. Ну и, конечно же, безопасность денег. Вот решить вопрос с этим тоже нужно. Вообще карта крыс, она, ну, как бы не серьезная, да, вроде бы тут мелочи. Но все-таки мелочи, у нас вся жизнь из мелочей состоит, да, лучше позаботиться обо всем заранее, не игнорировать вот эти какие-то неприятные моменты, да, решать вопросы, пока они еще, ну, пока они еще маленькие. Совет. Здесь у нас две карты гроба выпало. Совет отпустить все ненужное, все, что мешает вам развиваться. Это могут быть какие-то люди. Это может быть дело, которое там занимает слишком много вашего времени. Либо какие-то привычки, которые не дают вам, может быть здоровыми, да, или занимают слишком много времени. В общем, все, что вам мешает, все, что вам не дает развиваться, не дает быть свободным, нужно убрать из своей жизни, вот советуют карты. Кроме того, если что-то происходит в жизни случайно, нечаянно, незапланированно, нужно это принять. Как бы это ни было сложно, тяжело, проблемно, нужно все равно это принять. Пусть не сразу, да, но к этому нужно стремиться. Также карта говорит о том, что на этой неделе произойдут какие-то важные события, после которых вы станете совершенно другим, и жизнь ваша станет совершенно другой. И не нужно этому противиться, потому что это все к лучшему обязательно. То есть меняется качество вашей жизни, качество улучшается. Вот, и когда вот сложности какие-то неожиданные происходят, нужно вот об этом себе напоминать, и тогда их легко будет воспринять. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю только лучшее, пусть сбывается, пусть самое лучшее приходит в вашу жизнь, всегда рядом будут друзья, в любую минуту, чтобы у вас было на кого опереться. Всего вам доброго, до новых встреч!